Добрый день, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, вот про работу добровольческого штаба, да, то есть что сделано на данный момент? Ну, во-первых, хочу сказать, что значит, пункт приема помощи в рамках движения «Якутия с тобой» был создан 25 сентября, буквально через несколько дней после начала мобилизации. Мы же, ну, как знаешь, в прошлом году работали на тушении лесных пожаров, тоже добровольцы. И у нас есть группа, в которой мы обсуждаем те или иные вопросы. И вот наши женщины прямо категорично поставили вопрос, что надо возобновлять работу штаба, что надо помогать мобилизованным. Тогда уже было известно, что ребята неподготовленные уезжают, ни экипировки, ни одежды, ни снаряжения, ну, практически ничего. И этот вопрос стоял просто очень остро. И наши девчонки уже 25 числа начали прием. Вот, кстати, в этом же зале поставили единственный стол и начали принимать помощь. Мы как раз с Айланом были в Среднеколымске, обучали добровольных, значит, пожарных, лесных пожарных. После этого мы подсоединились уже к этому движению. Первыми здесь начали работать Анна Николаевна Ефимова и родоначальник этого нашего движения Ирина Егоровна Савина. Она как раз таки и настояла, чтобы этот штаб состоялся. Тоже с нашего штаба, значит, Гульнара Алексеева, она выступила на форуме гражданском. Ольга Григорьева также поддержала на самом начале. И вот это движение сейчас увеличилось до таких размеров, что на сегодняшний день более 600 человек лично приняли участие вот в работе данного штаба вот здесь, в этом зале. Не считая, что еще был организованный добровольческий цех пошивочный у нас здесь в городе Якутске под руководством, опять-таки, Ирины Егоровны, где шьются новые снаряжения, которых вообще даже в России нет, но они очень полезны для наших мобилизованных. Ну и там обычные рюкзаки, флисовые костюмы, балаклавы и шарфы, ну многое-многое другое. Вот. Сейчас у нас происходит прием помощи от населения, от предпринимателей, от организаций. Мы это все формируем и упаковываем, отправляем через аэропорты, значит, через авиацию в опорные пункты. Раньше, если мы отправляли в основном на Дальний Восток, это Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск, вот такие вот еврейский автономный округ, то сейчас мы больше отправляем, конечно, туда на запад. Это ростовское направление и крымское направление. Ага. А вообще обратную связь какую-то получали, да, от земляков, то есть что они говорят? Ну, во-первых, я сам даже выезжал в Владивосток, общался с ребятами, для них, ну тогда у них было как бы с питанием нормально, вроде какое-то обмундирование давали, но то, что республика о них заботится, о них помнит и не забывает, для них это было, по-моему, важнее намного, чем то, что мы привозили. Хотя и то, что мы привозили, конечно, для них было очень важно, нужно, и они радовались тоже этому. Ну и это как бы второе направление. У нас таким образом направили более 75 тонн различного груза. Это совместно с правительством нашей республики. Но она в больших там масштабах закупает. В последнее время она и автотехнику туда направляет. Если их посчитать, то еще тяжелее все это будет. Вот. Но обратная связь сейчас приходит и от передовой. Ребята благодарят, пишут, что вот они получили посылки, в том числе адресные посылки. Вот. Но понимаем, что сейчас еще очень много посылок ждут наши ребята, и республика закупает новые, значит, одежду, обувь, и мы, значит, собираем у организаций, у частных лиц и формируем. Ну, в первую очередь сейчас очень нужна теплая одежда, вот эти горки, да, камуфлированная одежда, обувь теплая, это с складными кянчами, носками. Вот. Очень важны тактические наколенники, налокотники, перчатки, значит, разгрузка, в которой вот эти свои магазины они вставляют. Ну и
мне кажется, очень сильно может им спасти жизнь. И я хочу, чтобы мои земляки, мои старшие товарищи, мои младшие товарищи, они чтобы вернулись живыми, здоровыми. И вот мы здесь даже в обеденное время постоянно молимся, чтобы они еще вернулись с любовью в сердце, чтобы они доброту свою не растеряли. Вот. Это же очень важно. Сейчас у нас произошли некоторые изменения. Наша федеральная сеть Почта России уже объявила о том, что будет доставлять адресные посылки по своей линии. То есть отсюда будет направляться в город Москву, а оттуда же Министерство обороны будет доставлять до военных частей, до подразделений. Думаю, что вот эти посылочки будут очень важны. Даже если письмо, нам, кстати, приносят детские письма с рисунками, с такими простенькими письмами, в которых дети там желают вернуться живыми, здоровыми. И мне кажется, любой мобилизованный, получив такое письмо, он получит какую-то энергию. Он будет знать, что за его спиной, что это все не напрасно, что он не один. Вот это чувство я хочу дать всем нашим мобилизованным. Потому что каждый житель республики, а я со всеми разговариваю, со многими разговариваю, большая часть, абсолютно большая часть, она поддерживает наших ребят, она желает им, чтобы они действительно живыми, здоровыми вернулись к своей семье, к своим детям, к своим родителям, к своим женам, к своим друзьям. А что лично тебя мотивировало заняться вообще всем вот этим делом? Но я тоже задавал часто себе этот вопрос, и мне задают вопрос часто. Я вынужден был на него отвечать самому себе хотя бы, да? Во-первых, у меня всегда два варианта, да? Либо участвовать в этом, либо не участвовать. И я всегда спрашиваю, что я буду себя чувствовать, если я откажусь или, наоборот, соглашусь. Соответствует там моим моральным, каким-то этическим соображениям, да? И, я, главное, в этом как бы не участвовал, мои руки вообще к этому не прикасались. И я там себе где-то там далеко-далеко отсиделся в глубине своих дел. У меня действительно проблем хватает же у каждого в жизни, бороться за жизнь, обеспечить свою семью, детей, там, есть чем заняться, бизнес, например, в конце концов развивать, да? Но тут себя спрашиваешь, а если в это время в холодных окопах замерзает твой брат, и ты, как-то себя оправдывая, в этом не участвуешь, то насколько ты себя будешь чувствовать настоящим человеком? И вот для себя у меня вопрос очевиден, да? Ответ очевиден. Я должен помогать моим братьям. Вот вся республика в этом активно должна участвовать. И я вот обращаюсь, кстати, к блогерам, обращался. Спасибо, что вы открыто ко мне, значит, пришли и берете у меня вот такие интервью. Возможно, еще выскажете свое мнение. Вот. Я хочу, чтобы все блогеры также открыто приходили и за своих братьев боролись, чтобы помогали, сказали, что да, я вот пришел, что-то он принес для моих братьев. Вот такой должен посыл. И большая работа, кстати, ведется здесь в рамках общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Работа с теми, кто остался, вот, семьи мобилизованных. Они сейчас как никогда нуждаются в помощи, потому что, считаешь, их основной кормилец, помощник, хозяин, он сейчас отсутствует, и им нужна помощь. Поэтому вот те районы, которые массово там добывают лед, там, привозят дрова, помогают по хозяйству, это самое-самое святое дело. И я хотел бы, чтобы все этим занимались. Последний вопрос, да? А что нужно штабу, да, вот кроме вот вещей, которые ранее были обозначены, например, там горка, там, да, вот практическая какая-то одежда, вот обмундирование, разгрузки, рюкзаки, вот что еще нужно? Может, какая-то нужна помощь руками или еще что-то? Ну, конечно же, к нам приходят волонтеры, у нас уже, я говорю, более 600 человек, телефоны у нас всех записывается, если у нас не будет не хватать людей, мы еще пригласим. Вот. Но сейчас нам нужны вот не все медицинские эти, например, мы медикаменты не берем у неспециализированных организаций, но люди могут оплатить в аптеке, например, какую-то сумму, лекарства, и сказать, приходите, сами заберите. Тогда мы сами подъедем в аптеку и тогда с аптеки возьмем, тогда мы будем уверены, что это
не контрафакт, и это что это вот, действительно полезно будет для наших ребят, тогда мы можем взять такую помощь. А так вы можете сразу без этого приносить жгуты, турникеты, это кровоостанавливающие, это очень важно. Ну и потом обычные лейкопластыри могут тоже приносить, да? А так вот, и газовые горелки, и спальные мешки, и коврики, и сидушки, и простые даже вот, термобелье, обычные вот эти жилеты даже на поясницу, которые, да, вот что-нибудь еще. Ну, все, что может там помыть, там шапки, балаклавы, подшлемники, теплые перчатки, может быть, ну, все, что вы посчитаете, что это может быть полезным, приносите, мы с удовольствием их быстренько упакуем и отправим ребятам.